Дөрдүкшки чайлан экил жанавидин. Дөрдүкшки чайлан. 4-й урок. Кичалгисин урок. Если кто-то не записал до сих пор. И угаса экилхим гихля. Хамгин түрүндө. Өчкүлдүр дассын. Зокалмудан өчкүлдүр дассын. Кичалинин тускар күйүндүр кехим. Герин даалгыр тана халяхым. Герин даалгыритин халяхым. Тере курудукче кичалин зокал тадынды медигдүү алюгай. Давайте мне предложение такое. По вчерашнему уроку давайте еще раз рассмотрим характеристику человека. Нужная тема оказалась, так же? Очень. Может быть, не может быть, а достаточно интересная тема. Какие слова, характеризующие человека, вы знаете? Но вначале давайте сделаем так. Положительные только. Потом отрицательные. Вчера много вопросов задавали, но это было сделано как? Есть такое слово в калмыцком языке. Дурндан, да? Ну, знаете сами. В разброс. И положительный, и отрицательный. Хоть как говорили. Давайте сейчас немножко упорядочим это дело. Вот, например, гаушун, вчера уже звучало это слово, да? Гаушун. Гаушун күн, ловкий человек, да? Дальше. Күчта күн, тоже вчера звучало это слово, күчта. Могучий, мощный человек. Батыр күн, батыр. Батыр, есть такое имя у нас, у калмыков, да? Батыр гисин. Какой? Мужественный человек. Батыр күн. Ну, сильный человек, конечно. Чирик – это тоже слово, синоним вот предыдущего слова. Чирик – сильный, выносливый человек, да? Чирик. Шулун. Еще есть такое выражение. Шулун шудырмык. Шулун шудырмык. Шустрый, быстрый. Вот такое есть определение. Дамшылтакүн. Дамшылтегисин – опыт. Практика. Дамшылте. Дамшылтакүн – человек с опытом. Я все подряд здесь не буду читать, некоторые слова просто. Килимгакүн. Килимга. Килимджегисин – внимание. Килимгакүн – внимательный человек. Серглинг. Серглинг-күн – веселый человек. Күндта. Күндта юрмит. Уважаемый, почитаемый человек. Есть еще такое слово алдыр. Алдыр – великий, да? Алдыр. В сегодняшний день можно, часто можно услышать молодого человека с таким именем, да? Алдар. Дальше. Сургульта – образованный. Медрильта – знающий. Гольшик – было такое слово, вежливый. Сянкүн – хороший, добрый человек. Нюлюгакүн – такой тоже был вчера термин, безобидный человек. Так, ну вот мы постепенно перешли на отрицательное качество. Ховче. Есть такое выражение ховзюхе. Сплетник, уже несколько раз звучал. Ябедник и так далее. Азде. Скандальный человек, да? Было такое вчера слово. Медмык. Самонадеянный, самоуверенный человек. Модь-рун. Д с мягким знаком. Модь-рун. Грубый. Гацата. Грубый модь-рун. Гацата. Упрямый, да? Урта. Урта сердитый. Есть такое еще выражение бизыхта. Бизыхта гисин вспыльчивый. Бизыгта. Хатуче. Не твердый. Хату твердый. Хатуче жадный, скупой. Хома. Вчера мы сказали. Хома небрежный в работе, да? Так. Эргы. Эргы. Неправильно немножко перевели. Буквально перевели. Эргы – глупый.
Санамыр. Санамыр кисін беспечный. То есть, который не думает о будущем, да? Так, ну вот некоторые слова мы с вами посмотрели. Давайте третий урок откроем. Третий урок я хочу, чтобы мы почитали. Вот после сразу оглавления, вот третий урок урдыкшкичаль, и здесь идут диалоги и небольшой текст. Я хочу послушать, как вы читаете. Хором сможем мы читать? Или же давайте здесь как-нибудь, один, может быть, прочитает сначала. На, көвін, нерінчин кембі? Эрдни, умшердни. Эне мини... Эне мини дүйгін дүйсін. Громче читай. Эне мини дүйгін. Дü. Эне мини дүйгін зусын. Эне мини дүйгін зусын. Тер мини эжін уты хәчі. Тері мини эжін уты Хәчі. хәчі. Эне мана сургулын чолун гері. Эне мана сургулин чолун гері. Тер мана бичкін модын гері. Тер мана бичкін модын гері. Бол жана көвін? Көйкін нерінтін кем біле? Байыртамыш. Эне чини шыны немгін дектір. Тері чини хар арсын бокцы. Бокцы кесін юм ба, манақсы? Рюкзак, да? Сумка. Эне тадна икі сургулин халмы келіне бақшы. Эне тадна икі сургулин халмы келіне бақшы. Тері тана уты булғын девіл. Тері тана уты булғын девіл. Так, бол жана умштын. Энене сургулин ахыр кимзе. Басне кедекші? Энене сургулин ахыр кимзе. Энүнә сургулин ахыр кимзе. Давайте переведем эту фразу. Этого ученика короткая Линейка. Школьная, короткая линейка. Так получается, да? Так, дальше. Тері үйіне бичкін саған билюр. Тері үйіне бичкін саған билюр. Резинка канцелярская получается. Эне түріне зузан халімі көрсе төл. Толе или толь? Толе? Или толь? Толе, да? А где это? Какое слово это? Толе. Так. Болу? Үйіне саған сасын. Тері түйіне саған сасын. Ну да, читайте. Эне эдна маштык модын шире. Тері тедна сәғын өндір сандыл. Тері тедіне сәхін өндір сандыл. Больжана, Ирсен. Очень хорошо читаем. Ну-ка, давайте эту половину послушаем. Сагылыр бәні? Тана дунды. А? О, тер күйкін сагылыр әчін. Да, мұшы сагылыр? Яқсы сәхін шыны чолун. Еще раз, пожалуйста. Не, полностью. Ага. Дальше. Так. Ну-ка, подождите. Ну-ка, давайте еще раз правильную интонацию расставим. Эне тана экецкин герей. Прочитай еще раз. Экецкин герей. Да? Ну-ка, переведите мне это предложение. Это дом ваших родителей. Да? Так получается? Батыр бәні манадунды. А? Батыр нерта кöyін угай? Ничего себе. Яғат батыр уга ол жана. А кöyінче не нерчкен біле? Басан, ну пойдет, басан. Умшы? Әні гері мана әкі әцкін біше, мені әкчин. Әкі әцкін гері тері әкі гері. Эке эцкин гері, терике гері гижен. Ну, примерно так, если интонация. Так. Амуш күйкін. Экецкин гері сәни. Эке эцкин гері сәні?
Еще раз. Эке эцкин гере сәни. О, более-менее. Басан? Му бише. Мубише. Мубиш. Неплохой, да? Так, ну-ка давай Басан на покой оставим. Царандин. Чинек что с хачи? А көвінкел? Бише минекше хальмык келна бакше. Бише, минекше, хальмы кельна бакше. Так. На умштын-та. Чиняхиннерин кембе. Чиняхиннерин кембе. Так, ну давайте так, наверное, закончим. Все прочитали, да? Дома читали, я надеюсь. Вот как в первом классе мы. Читал, не читал, читал, не читал. Ну, желательно читать, конечно. Понятно, что это элементарно, вроде бы как смешно кому-то. Но вслух еще желательно читать. Авин нерим бадум. Чини ава эмчи эсигич бакшие. Мини ава эмче. Чини ава гертайи. Авин гер ямарамбе. Мини ава шины модын герта. Авин гере сән сән. Вот такой диалог. Видите, какой он, два таких больших объемных диалога. И, как вначале я говорил перед началом занятий, нет чего? Нет глаголов, да? То есть можно уже составить небольшой диалог, даже не зная глаголов. Здесь я вам сам прочитаю, наверное, вот этот третий текст, да, такой. Хальмык улсы тоды бичикта. Тод бичикта. Яғжор жылхым. У калмыков есть ясная письменность. Эне хучин дектир. Это старая книга. Эне зая пандитан намтыр. Это биография зая пандиты. Эне мини сургулин цаасна экебичик. Это оригинал моих документов школьных или моих школьных тетрадей, что-то такое. Сургулин цасын можно по-разному перевести. Также сургулин цасын. Какая-то рабочая тетрадь, вот, что-то такое. Тере чини сургулин цасна көвүмбичик. Здесь у меня есть көвүмбичик гисин. Копия, экобичик, оригинал. Ну, во всяком случае, это новые термины. Тем не менее, мы их должны знать, да? Эне маштык залу сяхын хальмык хуутста. Пропустил что-то, ну, это не важно. Эне маштык залу сяхын хальмык хуутста. Этот невысокий мужчина в красивой калмыцкой одежде. Эне күйкіт күн сән зурачы. Эта женщина хороший художник. Мини булгын девил икі захта. Төгрік сәхін тоучта. Моя соболья шуба с большим воротником, с красивыми круглыми пуговицами. Эне нүтте бильцик мана эйджин. Это перстень мана эйджин нашей бабушки. Ну вот примерно так. Постараемся каждое занятие, вот у нас перед каждым уроком есть вот такого рода диалоги или же тексты, да? Вы на них тоже внимание обращайте. С ними мы тоже постараемся поработать. Так, теперь следующее. Далее, чем мы сейчас с вами займемся. Ну-ка, найдите мне упражнение 4, страница в этом же уроке, упражнение 4. Задайте вопросы к данным ответам. Есть такое? Здесь только есть ответы, да? Правильно вы вопрос сформулировали или нет, меня интересует. Бише, мини дюгин нерин эрдин. Вопрос какой должен быть? Еще раз. Бише, мини дюгин нерин эрдин. А вопрос как звучал бы? Чини дюгин нерин лиджие, например. Чини дюгин нерин бадмие. Бише, мини дюгин нерин эрдин. Правильно сделали? Ошибки, если есть, исправлять. Следующий ответ. Мини ава маштык күн.
Чини авы. Маштык күни. Мини авы. Маштык күн. Следующий ответ. Бише, мана екче ахыр девилте. Еще раз. Тана. Тана екче уте девилтей. Бише, мана екче ахыр девилте. А ну-ка, вот этот ряд почему-то молчит совсем. Тер харху уцта күн мини залу. Тер харху уцта күн мини залу. Вопрос. Два варианта может быть здесь, да? Тер харху уцта күн кембе. И еще один вариант. Тер харху уцта күн тана залуи. Тер харху уцта күн мини залу. Ответ такой. Эне алтын сиека мини экчин. Специальный вопрос задали. Как это кембе? А? Еще раз, давайте один кто-нибудь. Эне алтын сиека мини экчин. Первый вариант прозвучал. Эне алтын сиека чини экчин. Эне кене алтын сиека в. Эне кене алтын сиеков. Эне алтын сиека мини экчин. Эне көке альчурта күйкін мини экче. Вопрос. Нет, здесь кто это, никак вы не... Потому что здесь идет да. Ответ такой. Правильно. Эне көке альчурта күйкін чини экчеи. Эне көке альчурта күйкін мини экче. Так у вас? Правильно написали? Эне залугин ахы нерта бичаче. Вопрос тогда как будет звучать? Эне залугин ахы нерта бичачи. Эн залугин ахы нерта бичачи. Тогда давайте до конца сделаем. Эдна көйін маштык бише өндір. Альтернативный вопрос надо ставить, да? Эдна көйін маштык аль өндірие. Да? Эдна көйін маштык бише. Терюна хальмык орсы толе зузан. Терюна хальмык орсы толе зузан и... Или можно ямаран, правильно? Еще раз, ну-ка вы произнесите. Можно так. Терюна хальмык орсы ямаран б. Терюна хальмык орсы толе зузан. Эне хальмык улсин икы сургуль. Эне юныки сургуль вегижаны. Такой есть вариант? Или еще какие? Вот тебе. Эне юмбе. Эне юмбе. Эне хальмы гулсиныки сургуль. Ну, в принципе, тоже правильно, если через улицу показать, да, что это. Тогда, а еще? Сейчас. Эне хальмы гулсин юмбе. Так тоже можно, да? Эне кена сургулева, да? Как вы? Ну-ка скажи. Эне сургуль ямарам бы? Нет, так не пойдет. Здесь ответ такой. Эне хальмык икы сургуль. Эне хальмык улсин икы сургуль. Давайте все-таки определимся, какой вопрос зададим. Эне кена икы сургуль. Можно и так. Эне хальмы гулсин дунде, али икы сургули гижене. Ничего себе. Эне хальмы гулсин икы сургуль. Ну, наверное, пойдет. Ну, чисто с точки зрения грамматики правильно, конечно. Упражнение 7. Ну-ка, давайте переведем, да? Эне кене хальмы горстолевы. Это чей калмыцко-русский словарь. Правильно перевели?
мини бакшин толе. Как зовут твоего учителя? Следующее предложение. Как произнесем? Чини бакшин нерин кембе? Манджин саглыр гижана. Манджин саглыр юна бакшивы? Вчера звучал такой вопрос, да? Ямаран или юна? Манджин саглыр юна бакшивы? Манджин саглыр учитель какой предмет, да? По какому предмету, получается? Тоды бичкин бакши. Учитель ясного письма. Чини хальмы келин сяные? Твой калмыцкий язык хороший. Мини хальмы келин сян. Ну, конечно, как же. Эне юн хучин дехтирве? Это что за старая книга? Эне зая пандитан намтыр. Это биография Зая Пандита. Ну, здесь, как сказать, такие самые элементарные вопросы, очень простые. Просто нужно было отработать вот произношение в виде диалога, нам сделали упражнение. Саран кичалян даулхам. Мне бы хотелось вначале, чтобы вы записали, или же должны вы знать, вот я же вам все время вопросы задаю, так же? Вопросительные слова или вопросительные местоимения. Кена знаем? Кена юна, да? Кен юн тоже знаем. Ямаран. Какой? Ягдже. Как, каким образом, да? Кенде. Я просто прокомментирую, записывать не буду. Кенде. Кому? Так. Кенесе. От кого? Кениге. Кого? Еще какие вопросы? Альде. Еще нам нужен вопрос, да? Альде или же хама. Это один и тот же вопрос. Альде, хама. Как переводится? Где? Еще какой вопрос нам нужен? Кезя. Время. Когда? Кезя. Кезя и кильхмбе? Когда начнем? Так, еще подумайте. Кеду еще нужен нам вопрос. Кеду? Сколько? Кеду дикче? Какой по счету? Порядковый номер. Так, еще какие вопросительные слова? Почему? Ягат, если где? Юнгат. Ну вот какие-то элементарные вопросительные слова. Так, теперь дальше. Они нам еще встретятся, просто приходится иногда спрашивать. Может быть, кто-то не поймет, о чем речь, поэтому я вот решил так сделать. Теперь еще одна тема. Я вам хотел сказать, что вот смотрите, начиная с первого занятия. 1, 2, 3, 4, 5 тем мы уже с вами рассмотрели, между прочим, если вы не знали. Приветствие – это приветствие, прощание, то есть речевой этикет. Вторая тема – цвета. Третья тема – характеристики человека. Еще одна тема – погода. И вот сейчас мы еще одну тему с вами рассмотрим. Дело в том, что у нас на прошлом занятии встретилось такое слово «цокце». Было такое слово? Или же я вам сказал «цокце Махмуд», да? Туловище человека. А знаете ли вы, из чего состоит? Эн юмбы? Ямарангары? Ямарангары? Барунгары. А эн ямарангары? А? Зюнгары. Вот эн юмбы? Локоть. Тоха. Вот эн юмбы? Я на себе буду показывать. Можно или нет? Эме. Эме. А? Локоть. Тоха. Вот это забыл часть. Вот еще. Вот здесь. Багылцык. Багылцык. Ну так, быстренько, вкратце, время пока есть. Покажем, я думаю, то сами будете вы искать или нет. Так, дальше, где там остальные? Вот это юмбы? Толга, да? Толга. Глаза? Нюден. Хамыр, гисн? Нос. Рот? Амын. Зубы? Шиден. Клык? Аран. Аран. Так. Коренной зуб?
Тоже аран, да? Подбородок. Чуть. А? Эргин. Эргин. Усы. Сахыл, да? А борода? Тоже сахыл. Эргине сахыл. Эргини сахыл, эргине сахыл. Шея. Күзүн. Күзүн. В прошлый раз я вот здесь назвал. Затылок. Гиджик. Гиджик. Гиджикта күйкін. Говорили мы уже, да? Девушка на выданье. Незамужняя. Так, гиджик это затылок. Дальше. Күзүн шея. Щеки. Халхе. Висок. Цохе. Цохе. Так. Чеже. Грудь. Зюркин сердце. Мы сейчас до дотыр мы еще не дошли. Мы только цокцы махмутцу. А мышцы. Мышцы. Бульчинг. Б. Бульчинг мышцы. Кровь. Цусун. Вена. Вена, вена, вена. Судцин. Судцин это вены. А вы потом посмотрите, я просто хочу напомнить вам, чтобы вы не забыли. Мне нужно, чтобы вы правильно могли задавать вопросы. Такого рода. Тана нерин кембе, правильно, мы знаем, да? Как переводится? Как вас зовут? Как зовут вашего отца? Тана эцкин нерин кембе. Как зовут вашего дедушку? Авин нерин кембе. Ваш отец строитель? Тана эцке тосхачие. А? Так. Ваш дедушка хорошо знает калмыцкий язык? Сәние. Тана авин хальмы келин сәние. Точно так. Ежин, экин. Так. Какая у вас профессия? Көділміш работа. Тана эрдим ямарамбы. Тана эрдим ямарамбы. Еще такой вопрос. Какая профессия у вашего отца? Тана эцкин эрдим ямарамбы, да? Тана экин эрдим ямарамбы. Ага. Ваш дом большой? Тана гере икие. Сколькоэтажный ваш дом? Тана гере кеду давхырта в. Тана гере кеду давхырта в. Сколькикомнатная ваша квартира? Тана патир кеду хората в. Тана патир кеду хоратав. Номер вашего телефона какой? Тана телефона тоик ямара мб. Мы это все повторяем, между прочим. Все эти элементарные такие вопросы. Это уже мы прошли. Так, тана телефона тоик ямара мб. Ваша семья большая? Тана эрке бюле икие. Так, вот эти такие самые простые вопросы мы с вами рассмотрели. Откройте 4-й урок. Но там тоже ничего сложного нет. 2 всего лишь правила. Это, во-первых, значение притяжания. Я вам не зря вот у вас спрашивал вот эти фразы, как переводятся. Сейчас еще раз напомню. Тана гере икие. Вот откройте 4-й урок, 2-е правило. 2-е правило.
Значение притяжания по признаку лица и числа может передаваться только личный притяжатель местоимений и так далее. Например, тана гере. Стоит знак равно. Как можно еще сказать по-другому? Тана гере тын. Добавляем. Или равно стоит просто вот здесь. Гер тын. То есть вот это может одним словом выразить, да? Гертын ики, тана гертын ики, тана геры ики, или же гертын ики. Одно и то же будет. Вот по правилам смотрите. Это где? То есть можно добавлять частицу, можно не добавлять частицу. Мини геры. Или же можно по-другому ге, рым, или же можно одним словом. Ге, рым. Если есть частица м, всем должно быть понятно, что это мой дом. А если наш дом, манагере или же геремедн. Геремедн. Это наш дом. Одним словом, вот. Геремедн, наш дом. Здесь вот посмотрите таблицу. Есть табличка здесь во втором правиле. Манагере, медене, мой дом, частица м. Ваш дом, танагере, частица тн, чинигере, частица чин. Слово к, вин, чин. Кевин чин переводится твой сын или твой мальчик. Кевин чин. Или же чини кевин. Или же чини кевин чин. Одно и то же. Можно так, можно третий вариант. Понятно? Мы сейчас с вами перед этим, когда на вопросы отвечали, тана эцке тосхачи, вопрос звучал, тана эцке тосхачи, тана эрдым ямарамбе. Везде можно было добавлять частицы. Тана эцктн тосхачи, тана эрдымтн ямарамбе. То есть тоже было бы правильно. Понятно, да? Так, и давайте еще одно правило тогда все-таки посмотрим, чтобы вы уже могли упражнения выполнять. Но здесь ничего особенного такого нету. Это правило совместного, исходный падеж, да? И потом я в конце прочитаю слова правильно, чтобы вы могли их произносить. Исходный падеж. Отвечает на вопросы кенесе, от кого, юносе, от чего. Кенесе, юносе. От кого или от чего. Обозначает исходный пункт действия. От кого? От чего? Школа с. Из школы. Герта с. Из дома. Дектре с. Да? Исходный падеж может указывать на объект, который сравнивается с другим предметом. Мини дектр чини дектре с зузан. Мини девил чини девлясе юнте. То есть в этом случае используется окончание ас-с, и во втором, вернее в первом случае, когда обозначает исходный пункт действия. Откуда начинается действие? ас-с. Я думаю, что это особо большой сложности не должно вызывать. Так, теперь давайте прочитаем. Вот комментарий сразу. Харсаната. Харсаната. С черными мыслями. Злонамеренный. Цаган саната. Доброжелательный, наоборот. Прочитаем, правильно ли или нет вы произносите. Менде. Менде. Здравствуй. Мендевте. Здравствуйте. Эзин. Хозяин, да, владелец. Уга. Вот приехали, мы нашли слово уга наконец-то. А то все хотели уга давным-давно говорить. Уга. Нет или не? Невчкин. Немного. Невчкин здесь. Тиме.
Вот уже кто-то неправильно про не тиме, а тиме, т твердое. Тиме. Так или такой? Эрке бюле. Эрке бюле. Семья. Чирык. Крепкий. Йосын. Йосын настоящий. Йосын есть еще перевод закон. Йосын. Бюдün. Это уже я в прошлый раз говорил. Бюдün взрослый, бюдün толстый. О каких предметах? С круглым сечением, да? Бюдün. Гергін. Жена или женщина. Эляде. Старший, больший, значительный. Эляде. Сертхыр. Сертхыр. Торчащий, оттопыренный, но только об ушах. Чикын. Уши. Чикын. Сарсхыр. Широкий, раздутый, но только если речь идет о носах. Хамыр. Хамыр – нос. Хамыр – утес или же мыс. Хамыр. Ну или возвышенность в степи. Хамыр. Экэры. Вот, экэры. Как переводится? Милый, миловидный. Үрін. Үрін – это дети, ребенок. Хойыр үртә. Гурвын үртә. Трое детей имеешь, троих детей. Хойыр үртә. Тавын үртә. Эрке бюле. Семья, в которой 5 детей. Так, нильхе. Нильхе – грудной новорожденный. Зövер. Значительно, гораздо довольно. Зöveрике. Зövер. Ухан. Ум. Билик. Талант. Бахын. Молодой. Бахын. Ага. Халхы. Щека и халхы – страница, да? Кыркхын. Кыркхын – то же самое, что и экэр. Миловидный, миленький, хорошенький. Кыркхын. Бурыл. Бурыл – седой, да? Бурыл – сахылта, бурыл – үсті. Сахыл кесін – усы или же борода. Көкшін. Старый көкшін. Ну, имеется в виду хучин – это вещи, а возраст или же, да? Так, эвтахын. Аккуратный, эвтахын. Имеется в виду аккуратный какой? Не характеристика человека, а форма, скорее всего. Эвтахын. Дальше. Медете. Умудренный жизненным опытом, пожилой. Козылдур. Очки. Санан. Санан – намерение, мысль. Йир – очень, йир. Болын – союз и болын. Өңгі – цвет. Дулан – теплый. Нерхын – тоненький, узкий. Имеется в виду о предметах с круглым сечением, опять-таки. Дегид. Дегид – слишком. Дегид дала, да, например. Акче. Правильно прочитал? Правильно. Акче клен. Акче ағы. Пиала кленовая. Ағы чашка пиала. Шазынг. Шазынг исін фарфор, да? Миссе. Неправильно произнес, да? Мисс. Ну, не мисс кто-то, а мисс кошка. Мисс. Эрдым. Профессия. Юмын. Что-то или что-либо. Кишиг. Счастье. Бас үгімет бәлі? Болуа. Дөчін тауын үгі. Дөчін тауын үгі. Теперь вы знаете, как они читаются, произносятся. Пожалуйста. Итак, сегодня мы завершаем наше занятие 4. Домашнее задание, естественно, остается полностью посмотреть все упражнения в этом уроке. И еще у вас задача с каждым разом, с каждым занятием все увеличивается и увеличивается. Словарный запас, не забывайте словарь учить. Словарный запас пополнять имеется в виду. Вопросы есть? Сурвур бәхілі, суртын, ода олқла цугна атксин, сән менде байырта
Харджай.